Как модернизировать социальные объекты Якутска? На этот вопрос постарались ответить в сельскохозяйственном техникуме. Там для социальных работников прошел обучающий семинар по методике Европейского совета социологов. Подробности у Рудольфа Сахарова. День социального работника отмечается в России ежегодно уже ровно 13 лет. Дата выбрана на основании исторической связи времен. 300 лет назад, 8 июня 1701 года, Петром I был издан указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты. На мероприятие были приглашены руководители и работники социальных служб республики. Первые лица города поздравили всех присутствующих с праздником и поблагодарили их за добросовестную работу. Лучшим социальным работникам вручили грамоты и подарки. Как вы понимаете, социальная работа – это очень тяжелая работа. Тут не только человеческие факторы, да, а именно профессиональные факторы имеет. И вы знаете, что в связи с введением, вступлением 2015 года с 1 января закон о социальном обслуживании, в отрасли будет существенные изменения. Но в первую очередь это будет акцент делаться на качество предоставления социальных государственных услуг. На сегодняшний день профессия социального работника очень востребована. Практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В этой системе работает более 630 тысяч социальных работников. Их услугами пользуются 20 миллионов человек, в том числе 15 миллионов пожилых людей и инвалидов. Заместитель главы города Евдокия Евсикова уверена, социальная деятельность является жизненно необходимой. Среди всех профессиональных праздников, я думаю, что ваш занимает особое место, потому что он не только ваш праздник, но, наверное, и тех людей, с кем вы действительно работаете. Мне сегодня хочется от имени администрации нашего города, от имени главы города Арсения Сергеевича Николаева поздравить всех социальных работников нашего города с вашим профессиональным праздником. День социального работника – это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем. Оксана Соболева работает в этой сфере уже более 15 лет. С каждым годом помощь людям приносит ей все больше радости. Эта работа вообще психологически даже сложная. Физически, морально, психологически она очень сложная работа. С опытом работы уже как-то адаптируемся в этой работе и помогаем своим пожилым людям. Стоит отметить, специалистов данной профессии в нашей стране готовит 120 высших учебных заведений, в том числе профессиональный вуз – Российский государственный социальный университет. Рудольф Сахаров, Дмитрий Сергучев. Новости столицы.